Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амши Пшара. Я и мои коллеги расскажем вам о главных событиях дня. Сегодня в выпуске. Открылась международная научная конференция, посвященная 85-летию со дня рождения и 70-летию творческой деятельности народного поэта Абхазии Мушни Ласурия. 96 увлекательных занятий для учащихся старших классов пройдут в 6 школах республики. Один из лучших театров Петербурга, мастерская под руководством Григория Козлова, покажет 5 лучших спектаклей на сцене Русдрама. Начнем выпуск с кадровых назначений. Президент Аслан Бжания подписал указ об освобождении Джансуха Нанба от должности руководителя администрации президента, как говорится в документе, в связи с переводом на другую работу. Следующим указом на должность руководителя администрации президента назначен Абиссалом Кварча. Кварча Абиссалом Алексеевич – выпускник Творческой средней школы номер 4. Окончил Грузинский политехнический институт по специальности инженер-механик. Участник Отечественной войны народа Абхазии. С 2018 года по настоящее время индивидуальный предприниматель, член Общественной палаты. Указом президента вице-премьер Сергей Пустовалов освобожден от занимаемой должности. Пустовалов занимал эту должность 22 июля 2020 года. Пресс-служба МИД Абхазии прокомментировала информацию об отставке министра иностранных дел Инала Ардзенба. Распространяемые сообщения о якобы отставке Инала Ардзенба не соответствуют действительности. Работа МИД Абхазии продолжается в штатном режиме, говорится в комментарии. В конференц-зале Абхазского института гуманитарных исследований открылась международная научная конференция, посвященная 85-летию со дня рождения и 70-летию творческой деятельности народного поэта Абхазии Мушни Ласурия. Конференция будет проходить в течение 2 дней. На первом дне ее работы в материале Рады Чичава. На конференцию в честь юбиляра одного из самых видных литературных деятелей Абхазии собралось множество людей. Общественные и культурные деятели, члены правительства, друзья и коллеги. Все тепло поздравляли Мушни Ласурия с круглой и большой датой. Открывая научную конференцию, директор АБГИ Арда Ашуба отметил, что Мушни Таевич обогатил своим творчеством национальную литературу и уже на протяжении 70 лет продолжает писать, радуя читателей высокохудожественными произведениями. Он также напомнил, что народный поэт Абхазии удостоился Пушкинской премии за перевод на абхазский язык Евгения Онегина. Как отметил Арда Ашуба, Мушни Ласурия продолжил путь основоположников абхазской литературы Дмитрия Гулия, Баграта Шинкуба и других классиков. Кандидат филологических наук Василий Авицба обратил внимание на то, что в период начала творчества Мушни Ласурия в национальной литературе отмечался возросший интерес к художественным произведениям. Велика роль представителей этого поколения в развитии абхазской литературы. Цветение и плодоношение абхазского литературного поля отчетливо и зримо представлены заслуги Мушни Ласурия. Что же стало толчком, импульсом для него, чтобы изящная словесность стала делом его жизни? Едва ли можно однозначно ответить на этот непростой вопрос. И тем не менее я рискну высказать некоторые свои догадки по этому поводу. Во-первых, чтобы стать достойным звания поэта, главным условием является наличие таланта, то есть божественного дара. Конечно, степень этого дара различна от посредственности до гениальности, между которыми есть еще и промежуточные ступени. Бог не обделил Мушни Ласурия творческой даровитостью. Министр культуры Дауркова зачитал приветствие участникам конференции от имени главы государства. Аслан Бжания в приветственном адресе отметил выдающийся талант всенародно любимого поэта, чьи стихи и песни знакомы наизусть нескольким поколениям наших сограждан. Президент выразил убеждение, что абхазский народ внесет свою маленькую лепту в популяризацию великого творческого наследия Мушни Ласурия.
ҳхатәыбыз шәаиаҵо абеиара, аԥшӡара, аиҳахара зылшаз, ҳажәлар зегьы бзиа еицырбо, зажәеинраалақәеи зашәақәеи ҳабиԥарақәа аӡәырҩы ҿырҳәала ирдыруа поетуп Мушьни Таииԥа Лашәриа. Илагаламҭа дуӡӡоуп Мушьни Таииԥа аԥсуа литературатә критикаҟны. Иара убас иҳәатәуп Мушьни Лашәриа еимҭаны аԥсуа жәлар ишроуыз Аԥсны ахы аҵыхәа еицырдыруа иахьагьы гәыблыла инарыгӡо иашәақәа. Мушьни Лашәриа еиҭагамҭақәа рыҩныҵҟа иҟоуп Александр Пушкин ироман Евгений Онегин, Михаил Лермонтов ипоема Ацәгьара ауасиаҭ ҿыц. Гәадуроуп ҳара ҳзы ас еиԥш ауаҩы иааигәа аҟазара. Сгәы иаанагон аԥсуа жәлар ҳара зегьы хаҭа-хаҭала ахәҭа алаҳгалап ҳәа Мушьни ирҿиаратә ҭынха ду аларҵәан. Уи еиқәырханы абиԥара ҿыцқәа ирызнаҳгарц азы. Руководитель аппарата парламента Вадим Бжаня зачитал поздравительный адрес от имени спикера парламента Лаши Ашуба. Поздравить юбиляра пришел и коллега Мушни Таевича, писатель и прозаик Владимир Делба. Маленькая Абхазия подарила миру большое количество звездных имен. Вот как бы это, так сказать, это слово такое не всегда правильно употребляемое, но здесь оно к месту. Вот одна из таких личностей, таких звезд нашей культуры, нашей нации, нашей республики, это Мушни Таевич, безусловно. Это человек уникальный во всех смыслах. Это человек, сочетающий в себе, то есть это человек таланта неимоверного, неимоверной трудоспособности, величайшей, так сказать, доброты. Стихи Мушни Ласурия начал писать еще будучи школьником, но впервые в печати его произведения появились в 1955 году. Решающее влияние в его становлении оказали сочинения Дмитрия Гулия, Баграта Шинкуба и других авторов национальной литературы. Первый сборник стихотворений автора вышел в 1963 году. Наряду с созданием лирических произведений он стал изучать пути развития абхазской литературы. Сегодня Мушни Ласурия возглавляет отдел литературы Абхазского института гуманитарных исследований. Руководит ассоциацией писателей, а также продолжает свою творческую деятельность. Несмотря на почтенный возраст, он продолжает активно заниматься творчеством. В его юбилей множество людей, знающих его строки наизусть, пришли поздравить поэта. Было сказано бесчисленное количество теплых и искренних слов, вручены подарки. Приказом министра обороны Мушни Ласурия удостоен медали «30 лет Министерству обороны» в честь 15-летия признания независимости. В завершении мероприятия сам юбиляр поблагодарил собравшихся за теплые слова и продекларировал некоторые свои сочинения. Милат, поэзия, лирика, съртяра ходовостни зъгъли, хайдър сбълся зейбеш реду, хапсо литература ге, а съвет литература си гейбш, анче дъзмамез, анче ябъшвъз литература. Парада уйғвала, а усачахон, аже акаге, aanam gwyqanaton I cadnedwan. Ritsharsiqalus awul fsu I trachinego masaral I psutam. Yah bodune shuqoyfshu I qobyaham bodunege. Yah boabzer uyaha vavshkhulfago amtalato. Abrieskopst poema swasjataja ашаеtre. Схатним такой фестозма, а классикат поэзии тазгозма, из фарсошой, страт хаив гулас, и хевахаим сахисестраж, из хаз следы на сыгзаз джешой. А крышився схыцуа, да пылой тагалан, чайров ядхей черцуа, аша. Международная научная конференция, посвященная 85-летию со дня рождения и 70-летию творческой деятельности народного поэта Абхазии Мушни Ласурия, будет проходить в течение 2 дней.
Рада Чачава, Заур Кварча, Абхазское телевидение. Прокуратура Гулрыбского района возбудила уголовное дело по факту похищения человека. Согласно материалам дела, граждане России Елена Леушкина и ее супруг Федор Повесма прибыли в Абхазию с целью похищения малолетнего внука гражданина Абхазии Эрика Матуа, 2020 года рождения. Супруги намеревались увезти ребенка в Россию, используя составленную нотариальными органами России доверенность от матери ребенка Александры Леушкиной, которая постановлением Сухумского горсуда была ограничена в родительских правах. При попытке увезти мальчика Леушкина и Повесма были задержаны на посту Мюссера. Гулрыбский суд отказался избирать в их отношении меру пресечения в виде заключения под стражу. Как сообщается на сайте Генпрокуратуры, решение суда первой инстанции прокуратуры Гулрыбского района будет обжаловано в кассационном порядке. В первой средней школе имени Баграта Шинкба стартовал марафон образовательных мастер-классов технической направленности «Мобильный технопарк». 96 увлекательных занятий для учащихся старших классов пройдут в 6 школах республики. Виртуальная реальность, аэромоделирование, робототехника, цифровой дизайн, 3D-моделирование, космические технологии не только. Детей ждет увлекательное путешествие в мир новейших технологий. В этом убедилась Асида Малия. 3D-моделирование для новичков – задание увлекательное и одновременно сложное. И не потому, что непонятен принцип. Большинству учеников ранее не приходилось создавать предметы из расплавленного пластика. Однако школьники достаточно быстро уловили принцип работы с непривычным материалом и успешно справились с поставленной задачей. Мы на этом уроке учились рисовать с 3D-ручкой. Никогда не рисовал, только у друга один раз пробовал рисовать. Понравилось в том, что нужно ее держать и рисовать там, не нужно шататься, ничего, потому что если пошатаешься, то все испортишь. Ученики первой абхазской школы имени Баграта Шинкуба стали первыми в Абхазии участниками мастер-классов не только по аэромоделированию, но и по другим направлениям, таким как цифровой дизайн, космические технологии, нейроквантум, робототехника, виртуальная реальность. Мы хотим создать сообщество педагогов России и Абхазии. Расскажем о том, как подобные технологические кружки развивать у себя в школах, как рассказывать об этих технологиях, так, чтобы в технологическое образование и в проекты приходило как можно больше детей. Среди наших направлений еще есть проектная деятельность, гибкие компетенции. Мы сформируем из ребят команды, чтобы потом, когда мы уедем, они могли свои проекты продолжить и что-то красивое создать и показать в вашей прекрасной Абхазии. Мастер-классы проведут опытные педагоги Центра дополнительного образования «Кванториум». Это мобильный технопарк, который приехал в Абхазию из Татарстана при содействии Россотрудничества в Абхазии. Абхазия у нас, кстати, действительно оказалась первой страной, куда выехал мобильный технопарк. Мы надеемся, что он вам понравится, и мы готовы в течение того промежутка времени, когда здесь будет находиться этот мобильный технопарк, познакомить ребят с этими новыми образовательными технологиями. Учебный год начался с яркого события, отметил в своем выступлении министр просвещения Инал Габлия. По его словам, подобный марафон мастер-классов абхазские школьники пройдут впервые. Я надеюсь, что у вас будет много вопросов. Не стесняйтесь их задавать. Поэтому желаю вам успеха и, конечно же, благодарю представительство Россотрудничества и гостей из Татарстана, Илью Константина, Дмитрий Геннадьевич. Я вас благодарю за инициативу. Мы, конечно же, такое дело будем поддерживать и дальше. Демонстрация передовых технологий в науке и технике в рамках мастер-классов дадут детям общее представление и, возможно, помогут при выборе технических специализаций. Команды сформированы из учеников от 5 до 9 классов. Мастер-класс по цифровому дизайну предусмотрен для самых младших. Изготовим вот такой замечательный значок. Каждый ребенок сам попробует сделать для него дизайн, а потом с помощью, значит, наших специального оборудования вырезать заготовки, закатать его и оставить себе на память. А для тех, кто постарше, к примеру, мастер-класс о том, как устроена виртуальная реальность. Следующие встречи педагогов «Кванториума» с учениками состоятся в школах Сухумского, Гагарского, Галского районов. Занятия пройдут всего в 6 среднеобразовательных учреждениях. В них примут участие 1440 школьников. Асида Малия, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение.
В августе текущего года сумма начислений таможенных платежей составила 356,9 миллионов при плане в 273,7 миллионов. Плановый показатель выполнен на 130%, об этом сообщает пресс-служба ГТК. За 8 месяцев текущего года таможенными органами начислено 2 миллиарда 309 миллионов рублей. При плане в 1 миллиард 856 миллионов. Плановый показатель выполнен на 124%. В Абхазии с гастролями один из лучших театров Петербурга – «Мастерская» под руководством Григория Козлова. Театр покажет 5 лучших спектаклей на сцене Русдрама: «Ромео и Джульетта», «Жены», «Варшавская мелодия», «Волшебник изумрудного города», «Винни-Пух» и «Все-все-все». Приезд в «Мастерской» стал возможным благодаря программе «Большие гастроли», реализуемой Росконцертом по поручению Министерства культуры России. В преддверии выступления Санкт-Петербургского театра в Русдраме прошла пресс-конференция. Репортаж Азины Ханагуа. Санкт-Петербургский театр «Мастерская» – это уникальная культурная площадка, которая славится своим искусством и актерами. Он расположен в самом сердце северной столицы России, который сам по себе является центром культуры и искусства. Театр «Мастерская» представляет собой современную площадку, где пространство и актерская игра соединяются воедино для создания поистине потрясающих спектаклей. Мы ждали театр «Мастерская» 6 лет. Потому что 6 лет назад состоялись первые гастроли этого театра, и многие помнят и Тома Сойера, и записки молодого врача. Люди, которые покупают билеты на нынешние спектакли, нынешние гастроли, многие из этих людей были на тех спектаклях и до сих пор сохранили то тепло и ту радость, которую они получили тогда на этих спектаклях. Так что мы очень рады, что этот проект состоялся, и искренне благодарны Росконцерту. Вообще огромное спасибо Росконцерту за поддержку гастрольных программ, в которых и мы принимаем участие, наш театр. Санкт-Петербургский театр «Мастерская» основан в 2010 году и прочно завоевал любовь петербургской публики, став одним из самых популярных и престижных театров. В труппе выпускники Российского государственного института сценических искусств, ученики известного режиссера, заслуженного деятеля искусств России, лауреата государственной премии профессора Григория Козлова. В репертуаре представлено более 50 спектаклей. Большая ответственность и большая честь начинать здесь гастроли вместе с театром. Это наш второй сюда приезд. Каждый приезд становится незабываемым событием, хранится в истории нашего театра и труппы, и все сотрудники вспоминают об этом как о чем-то особенном. Это театр, который работает 24 часа в сутки. Сейчас во многих театрах и в России, и в Европе все очень регламентировано. Все расходятся, говорят друг другу «до свидания» в определенное время. У нас в театре это трудно всегда, но в театре этого нет. То есть мысль, работа, монтаж бесконечно происходит в театре. 24 часа. Репетиции идут, пока силы есть. Обсуждение будущих проектов происходит с Григорием Михайловичем и с коллективом бесконечно. Пока есть силы. То есть вот радует это, что не зря живешь, что бесконечно все подчинено театру. Актеры театра обладают уникальным талантом и профессионализмом, которые позволяют им создавать незабываемые образы и привлекать внимание зрителей. Их игра отличается глубиной эмоций, точностью мимики и жестов, а также умением владеть голосом и телом, чтобы передать все тонкости персонажей и создать живое и органичное представление. Режиссер Сергей Паньков добавил, что дух мастерской зрители почувствуют в каждом спектакле театра, даже в таких постановках, как «Тихий Дон», которая длится больше 8 часов. Потому что там для зрителя очень плотное существование, интересное, насыщенное. И это всегда многоплановые спектакли, где каждый зритель найдет свое. Там всегда будет общение между людьми. Девочка полюбила мальчика, родители против, ситуация кажется знакомая для многих. Вот. И помимо этого есть и другие слои, которые будут интересны и
более взрослому опытному зрителю и театралам со стажем. Вот сказали, что Николай Леонидович сделал Ромео и Джульетту, Николай Леонидович сделал еще и Варшавскую мелодию, так что вы тоже увидите эту, да, но я имею в виду, что те, которые приехали, вот, вы тоже увидите эту потрясающую работу. И тут я от себя могу тоже сказать, что я на себе очень почувствовала вот эту вот поддержку и компанию, когда мы это создавали, то это было так трепетно и так отзывчиво, и так аккуратно, красиво, прислушиваясь. Встреча с журналистами продлилась около часа. Обсудили многое. Говорили не только о предстоящих спектаклях. Конечно же, гости делились впечатлениями об Абхазии. Словно поэты, они говорили поэтично и тепло. Столичные красоты настолько впечатлили артистов, что выбили их из привычного рабочего ритма. Очень мы рады быть здесь. Я даже не могу осознать это, что надо будет завтра работать, хотя для меня это не работа, сплошное наслаждение, но невероятный город и такой колорит, и прям вообще, и думаю, завтра будет особенный спектакль. Тоже хотел сказать, у вас так клево. Здесь прям впитываешь, ходишь, и вот она, Верона, по сути. По климату, по всему, по людям, по энергиям. Очень приятно, очень радушно нас встретили, мы слегка переживали все. Я хочу еще раз сказать огромное спасибо принимающей стороне и отдельно отметить, что всегда приятно приезжать в место, где тебя не только ждут, но и любят. И здесь это очень сильно чувствуется. То есть места, в которых тебя просто ждут, хотят, чтобы ты приехал, а есть места, в которых тебя именно любят и хотят эту любовь каким-то образом выразить, проявить. И вот с самой первой секунды, как мы приехали в Абхазию, эта любовь чувствуется, это забота, гостеприимство и ощущение, что у нас, как правильно говорят, Игорь Михайлович исповедует идею о том, что театр должен быть домом. И это невероятно круто, что, приезжая сюда, мы этот дом чувствуем здесь. Помощь в организации гастролей театра «Мастерская» оказали Министерство культуры России и Абхазии, а также Росконцерт. Действительно, все готовятся, все ждут этого прекрасного праздника и быть частью, быть в этой нашей, так сказать, компании, как у вас, да, взаимодействие гастролирующего театра, принимающей стороны, зрителей, гостей вашего региона. Это очень ценно, приятно, волнительно, поэтому я вас поздравляю, что у вас такое грандиозное событие. Гастрольная афиша включает лучшие спектакли мастерской. 6 сентября зрители увидят «Ромео и Джульетту». 7-го спектакль «Жены» о женщинах великих гениев. Натальи Гончаровой, Анне Достоевской, Софье Толстой, Елене Булгаковой, Ольге Книппер-Чеховой. 8 сентября пройдет спектакль «Варшавская мелодия». Легендарная пьеса о любви. 9 и 10 сентября спектакли для детей и всей семьи. «Волшебник изумрудного города» и «Винни-Пух» и все-все-все. Начало в 16:00. Билеты в продаже на сайте театра Русдрам.орг, в кассе Русдрама и во всех офисах Амобайл. Доступны выгодные абонементы. Шазина Ханагуа, Раму Камкия, Абхазское телевидение. Квалификационная коллегия судей объявляет о приеме заявлений лиц, претендующих на занятие вакантной должности судьи военного суда. Прием заявлений осуществляется в помещении Верховного суда с 6 по 20 сентября. Телефон для справок 229 47 53. 6 сентября на сцене Абхазской государственной филармонии пройдет концерт певца Юрия Охочинского с участием джаз-трио Алексея Самарина. Творчество Юрия Охочинского окунет зрителей в атмосферу золотой эпохи великих и любимых Элвиса Пресли, Фрэнка Синатры, Тома Джонса и Энгельберта Хампердинка. Певец исполнит также песни собственного сочинения. Репертуар певца состоит в основном из лирических баллад и романтических песен. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению гидрометцентра, в среду 6 сентября на территории Абхазии ожидается переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь разной интенсивности, гроза. Температура воздуха ночью 16-21, днем 24-29 градусов, температура морской воды 28 градусов.
На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.